Что сделано за неделю и каковы планы на ближайшие 7 дней. Итоговое совещание в правительстве. О чем говорили в Кабмине, расскажем в начале выпуска. Это самый крупный населенный пункт в Сунжинском районе, 25 тысяч населения. Сегодня необходимо было построить новое здание. Новое на смену старой. В Троицком строят амбулаторию. Когда откроется объект и насколько он изменит качество оказания медпомощи в селе? В середине лета открывается сезон бахчевых, а вместе с ними многочисленные пункты их незаконной продажи. Продавцам лишь бы продать, а покупатели брезгуют. В каких условиях торгуют бахчевыми и насколько это законно, показал рейд надзорных органов Плиева. Молодежный совет и Хачмилуян Сагвы, команда Глазажи, Вей Республика, Цанмелю, Бахетиш Сагвы. Свежий взгляд молодых и амбициозных. В Магасе прошло первое заседание молодежного экологического совета. Какие задачи на первом плане? Бокс в Ингушетии наравне с другими видами спорта на самом высоком уровне. Праздник одного из самых популярных видов спорта. Сегодня Международный день бокса. Славные страницы истории ингушского бокса в этом выпуске. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Кадровые изменения в министерствах образования и финансов региона, земельные вопросы, грамотная финансовая политика, предстоящий шахматный турнир. Эти вопросы в числе прочих важных тем вошли в повестку дня планового совещания в региональном правительстве. Встреча прошла под председательством премьер-министра Зелимхана Евлоева. Участники заседания подвели итоги работы за прошедшую неделю и наметили планы на текущую. Тему продолжит Жердат Халухоева. В начале заседания председатель правительства Зелимхан Евлоев отметил изменения в кабинете министров в связи с добровольным сложением своих полномочий министра образования Юсупа Кастоева и министра финансов Бехкана Аздоева. Премьер поставил задачу в Рио руководителям ведомств ответственно подойти к исполнению возложенных на них обязанностей. Мы должны с вами решать эти вопросы. Это подготовка ОЗП всех учреждений образования. Это у нас приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Два важных направления. Подключиться к этой работе нужно и муниципалам. От грамотного формирования главного финансового документа республики зависит рациональное распределение финансовых ресурсов, что позволит повысить уровень эффективности освоения средств. Попросил бы руководителей министерств и ведомств, чтобы вы дали свои предложения по первоочередным расходам. И, конечно, с вас никто не снимает и ответственность по подготовке проекта бюджета на 2020 и последующие годы. По-моему, здесь опять мы с вами стоим на месте, мы эту работу с вами не проводим. Важный вопрос повестки – отведение земельных участков под строительство дошкольных учреждений на 220 мест в Гамурзиево и Сунжинском районе. Как отметил министр строительства Осман Вашигуров, из 5 представленных властями города на территории ни одна не подходит для возведения социального объекта. На территории техникума там тоже не получается, потому что там находится какой-то памятник, который нельзя перенести. Сегодня последний участок они там предлагают, посмотрим, если будет решение вопроса. Но думаю, тоже нет, потому что это на территории бывшего диспансера, а там по нормам, по сроку не проходит. Если в течение сегодняшнего дня этот вопрос не будет решен, то придется принять решение по переносу садика в другое муниципальное образование. Потому что все сроки уже срываются. По сути, уже предоставили работу в этом направлении ведомства.
Решить этот вопрос премьер потребовал как можно скорее. Евлоев поручил представителям Миноборнауки и Минстроя Ингушетии организовать встречу с жителями села в администрации муниципалитета и совместно определить территорию под строительство дошкольных учреждений. Другая важная тема – это внесение сведений в единую информационную систему о государственных и муниципальных платежах, о принципах работы системы и внесение новых инициатив реализации закона, рассказал руководитель регионального казначейства Илья Сугурчиев. Управление предлагает следующее: внести изменения в распоряжение правительства Республики Ингушетия 9 января, определив агрегатора и обозначив его ответственность и задачи. Далее мы рекомендуем агрегатору представлять в правительство ежеквартальные отчеты об исполнении госмуниципальных учреждений Республики 250 закона в части передачи информации из ГНП. И всем госмуниципальным учреждениям, являющимся администратором отчисления, приказом определить сотрудников, ответственных за передачу информации в систему ГИС-ГНП и пройти обучение у агрегатора. 31 июля уже в 4-й раз Ингушетия примет более 200 юных гроссмейстеров из разных уголков страны на международном шахматном фестивале «Башня Согласия-2019». На заседании обсудили подготовку к спортивному мероприятию. Фестиваль пройдет в 3 этапа. Его заключением станет суперигра известных гроссмейстеров Эрнеста Инаркиева и Сергея Корягина. С 31 по 4 в сельском поселении Троицком и Магальце пройдет товарищеская встреча между Корягиным Сергеем Александровичем, международным гроссмейстером, чемпионом мира по быстрому шахматам 2013 года, чемпионом мира по блиц шахматам 2016 года и между нашим земляком Инаркием Эрнестом Казбековичем, международным гроссмейстером, чемпионом Европы 2016 года. С 31 по 3 августа пройдет матч между неместенским поселением Троицкое в средней школе номер 1 и заключительный матч между гроссмейстером пройдет в Магальце в 3-м этаже комплекса «Башня Согласия». На еженедельном совещании обсудили не только предстоящие события, но и плановые совещания и встречи с рабочими группами. Неделя обещает быть насыщенной. Радат Хулухоева, Магомед Даскиев, Новости 24. В новой здравнице и лечить будут по-новому, уверены жители Троицкого. В селении идут строительные работы по возведению амбулатории. Проходить лечение по таким направлениям, как терапия, хирургия, стоматология, педиатрия, которые и предполагают амбулатории, местным больным приходилось в ветхих условиях. Новое здание обещает решить эту проблему на долгие годы. О сроке и качестве строительства репортаж Дианы Дударовой. Болеть никто не любит, всякий недуг приходит нежданно. Если же кого-то настораживают белые халаты, то отсутствие комфортных условий отбивало всякое желание у сельчан переступать порог ветхой амбулатории. Оказывать помощь и проходить лечение в современном здании с удобствами для местных жителей и медперсонала села – давнишняя мечта. А с целью притворить ее в реальность рабочие строительного участка трудятся с самого утра до вечера. Если не считать погодных условий, которые временами препятствовали работе, все идет согласно плану. Это самый крупный населенный пункт в Сунжинском районе, 25 тысяч населения. Сегодня необходимо было построить новое здание. Новый объект возводят на месте старой амбулатории, которая прослужила местному населению около века. В ветхом здании 1930 года уже невозможно было работать. Не считая маленьких кабинетов, отсутствия элементарных условий для пациентов и работников, в медицинском учреждении вечно стояла проблема с протекающей канализацией, которая часто затапливала помещение. Мы пребывали не в очень таких удовлетворительных условиях. У нас, вот, например, у педиатра был один всего маленький, где мы не могли разместить и пеленальный столик, и кушетку для осмотра. Хирург у нас находился в одном кабинете. Естественно, там и перевязка все проводилась. Физиотерапевтический кабинет. У нас медсестра находилась прямо в самом кабинете, хотя там тоже положено отделять сам, где она ведет прием и где принимает посетителей. Строительство новой амбулатории начали еще в октябре прошлого года. Здесь уже построили и оборудовали пищеблок, смонтировали модульную котельную, установили пожарный резервуар и очистные сооружения. Теперь более 10 рабочих приступили непосредственно к возведению медицинского учреждения, которое будет состоять из цокольного и 3 основных этажей. Ведутся работы по бетонированию стен цокольного этажа. Будут потом
монолитные перекрытия делаться, начнется кирпичная кладка стен первого этажа и так далее и тому подобное. Более 40 человек трудоустроены на этой строительной площадке. Это рабочие разных направлений, проживающие в Сунженском районе. Ну а пока врачи местной амбулатории вынуждены принимать своих пациентов вот в таких стесненных условиях. В маленьком помещении одновременно разместились регистратура, терапевт и процедурный кабинет. Здесь же рядом и кабинет педиатра. Как правило, именно здесь всегда наибольшее скопление людей. Ожидать своей очереди мамам с детьми приходится в маленьком душном помещении, где не хватает посадочных мест. Жители признаются, что вниманием врачей не обделены, только вот условия оставляют желать лучшего. Здесь условия никакие, в том, что очень тесно, ну все вот так вот загружено, все вот, ну, условия, конечно, не то. Нас-то принимают, потому что мы с детьми придем всегда и примут, и все. Но просто даже для них самих, для врачей, это очень тяжело здесь вот так вот в тесноте сидеть. И нам приходится, если вот несколько пациентов, нам приходится толпиться, ютиться здесь. Поэтому ждем, что вот скоро будет новая амбулатория. Уже скоро весь коллектив вновь соберется в новом корпусе, где предусмотрят 60 коечных мест, несколько кабинетов для терапевтов, педиатров, хирурга, гинеколога, большое стоматологическое помещение, перевязочные просторные коридоры, где пациенты смогут приятно коротать время ожидания. Ввести в эксплуатацию оборудованную по современным стандартам амбулаторию подрядчик планирует до конца года. Диана Дударова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Арбузы и дыни снова в центре внимания проверяющих органов. Бахчевые часто становятся причиной отравления жителей в силу того, что многие предприниматели допускают нарушения. В основном это отсутствие соответствующих документов и полная антисанитария на торговых точках. Если в арбузах и дынях нитраты, а у продавцов документы проверяют специалисты надзорных органов. Как борются с нарушителями и кто наживается на прибыльном бизнесе, пренебрегая здоровьем людей? Об этом и не только в репортаже Тамары Хашагульговой. Традиционно в середине лета открывается сезон бахчевых, а вместе с ними многочисленные пункты их незаконной продажи. Ни для кого не секрет, что отравиться такими безобидными арбузами или дыней можно очень серьезно. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, в каких условиях хранят и продают бахчевые культуры. Первый пункт на пути проверяющих – этот импровизированный рынок недалеко от проезжей части. Арбузы лежат прямо на земле. Продавец предлагает попробовать товар на вкус. Бахчевая продукция должна храниться с правильной реализацией нарушения. От земли. Заведует этой точкой Зоя Пугоева, продавец со стажем. Уже 15 лет торгует сезонными овощами и фруктами. За бахчевые взялась только 5 лет назад. За это время нарушений у нее не было. Сопроводительные документы на продукцию тоже всегда при себе. Но одних документов, как видно, недостаточно. Важно еще правильно хранить товар. Товар хасаюфтырды, кяхтыш дергиш долужды. Мухолы тхашт. Чухна юхты герт нахай. Ец ахта хугёлыш. Хакку товара кях должен дитхок. Я нерсей должен галат для нести хажики. Зоя – одна из немногих продавцов, кого во время рейда удалось застать на рабочем месте. Как правило, красная корочка сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора для нарушителей санитарных норм – сигнал к бегству. Оброшенный товар – прямое доказательство того, что у хозяина не все гладко. Как, например, в этом случае. Бахчевые лежат прямо на земле, что представляет явную угрозу здоровью потенциальных покупателей. Проверяющие дают указания установить поддоны. Впрочем, такие нарушения на стихийных торговых точках республики наблюдаются сплошь и рядом. Большинство продавцов пренебрегают элементарными правилами, надеясь на авось. По тем местам, которые мы уже обошли, мы можем сказать, что есть недобросовестные, я бы так назвал реализаторы, которые реализовывают данную продукцию без документа, подтверждающие качество и безопасность данной продукции. Ну, я бы еще отметил, что есть лица, которые уже получили данные документы, и они реализуют. Но мы еще обращаем внимание на то, что даже если у продавцов имеются данные документы, они должны еще соблюдать требования действующего законодательства, то есть каким образом должна реализовываться данная бахчевая продукция. И уже по тем проверкам, которые сегодня нами проводятся, мы
будем принимать меры административного наказания. Гарант арбузного качества – Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Сотрудники каждый день проверяют бахчевые на наличие нитратов и пестицидов. Мы отбираем по пробам. Первая, вторая проба. Отвозим к себе в лабораторию и производим анализ на нитраты, это химлаборатория будет, и на паразитологию, это бак-лаборатория, типа яйцеглист, пестициды. Если при обнаружении нормах допустимого предписания, если предписание пишем. Надеяться всегда на надзорные органы или добросовестность продавцов покупателям не стоит. Специалисты призывают быть осторожными. Перед покупкой стоит обращать внимание на место, где реализовывают продукцию, а также на внешний вид товара. Обычно уже это говорит о том, стоит ли покупать продукцию или нет. В дальнейшем он должен обращать внимание на то, что как хранится данная продукция. То есть если она лежит без, то есть не соблюдается расстояние между данной продукцией и землей, которая должна быть 15 сантиметров, это тоже должно насторожить его. Прямые солнечные лучи, они тоже могут плохо влиять на данную бахчевую продукцию. Это тоже должно настораживать потребителей, чтобы данная продукция она хранилась под навесами. Вопрос, почему ответственные структуры разрешают открывать стихийные торговые точки вдоль автомобильных трасс, остается без ответа. А значит, рейды по выявлению некачественных полосатых и желтых ягод продолжатся. Впереди у проверяющих другие районы республики. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня в Магасе прошло первое заседание молодежного экологического совета. Утвердили регламент, направление и план работы. В совет вошли активисты, уже проявившие себя в эко-мероприятиях. Первые идеи не заставили себя ждать. Начинающие экологи всерьез намерены заняться ликвидацией свалок и упростить процесс самостоятельного вывоза мусора. По итогам первого собрания было решено, что первым мероприятием, в котором общественники смогут проявить себя в новом статусе, станет рейд по ликвидации свалки в Назране в рамках реализации нацпроекта. Цели для них обозначены, теперь важно правильно их достичь. А желание быть полезными у этой активной молодежи хоть отбавляй. Мне интересно направление, связанное с выбросами неправильно положенном месте отходами, так как они сильнее всего влияют на наше с вами здоровье. И поэтому я выбрал это направление. Потому что если вот пакет, возьмем, допустим, пакет, разлагается около 100-150 лет, и это тоже даже наш посев влияет очень пагубно. Молодежный совет Минприроды, я там с министром ваших я мероприятие в мехкласс жил, мусорный свалкаж, воздух бегемелый жил, хамаз, тадох должен. Да вы бехлат жил, мусорный бакиш, хамаз, централизованный совет, да, кезик сейдол жуара, вонокостол хам тандердош. Молодежный совет и хачмилуян жо сагвы командоглы заже вы республика цанмелю ба хэдэ жо сагвы дал эндэлэт не знамил коч бол хабилер хадэтхо бол хабе бог. Культура в Ингушетии стала массовой, доступной и востребованной. Открытые практически в каждом населенном пункте и успешно функционирующие новые ДК обеспечили рабочие места и площадки проведения досуговых и массовых мероприятий для взрослых и молодежи. Свой дом культуры будет и в селении Чемульга. На каком этапе строительства, расскажет Идрис Ижиев. Новый дом культуры для столь маленького поселения, как Чемульга, настоящее сокровище. Объект рассчитан на более 200 человек и призван разгрузить маленькую школу напротив. В стенах Дома культуры дети со всего селения смогут посещать все возможные кружки и мероприятия, а сходы граждан, которые здесь не редкость, можно будет проводить в комфортных условиях. Строительство Дома культуры начато этой весной. Фундамент залит. На крупном по меркам селения объекте трудятся больше десятка человек. Работа идет форсированными темпами. Мы начали неделю назад. Неделю-две назад начали каменную кладку, а так общее строительство началось где-то в начале мая, получается где-то 3 месяца уже начали. И процентов на 25-30% уже делаем работу. Потом у нас кровля идет и облицовка керамогранитом и внутренние работы.
Библиотека с читальным залом, большой актовый зал на 200 мест, артистические, гримерные, залы хореографии и вокала. Кроме того, в новом ДК предусмотрели возможность проведения различных массовых мероприятий, концерты, сходы граждан. Дом культуры. Сход граждан Елчханага, Нахагуллачханага, вопрос решит Тадезачханага, Чедах администрации замигер, а школа занята, это ученики, смена диштра в школе. Так, в мае месяц юляер на 200 мест ер. Ерсан ер дом культуры, да, я эршти лат, эршти ханатро. Чуа дик, нага чуа хагулбала истрала, чуа хозы и дик и ешь дикулакты. Чемульга – одно из самых живописнейших уголков региона. Будущий дом культуры, можно сказать, станет еще одним украшением селения. Надо отметить, что строительство идет по всем строительным нормам. А масштаб и значимость действительно огромен для маленького поселения. Здесь будут разные кружки. Вот там у нас танцевальный кружок, вот это гардеробная. Здесь получается библиотека у нас и дальше кружок изобразительного искусства. Ну, в принципе, вокальные кружки и кружок рисования. Сдать объект в эксплуатацию планируется к концу года. Судя по темпам строительства, можно сказать, что подрядчик с поставленной задачей уложится в срок. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Детский танцевальный ансамбль СИК будет представлять Ингушетию на 6-м международном конкурсе фестиваля искусства и творчества «Морское сияние», который пройдет в Сочи с 22 по 25 июля текущего года. СИК представит на суд жюри 7 разнохарактерных хореографических композиций. Это парный танец, праздничный, горский, девичий танец, встреча, эрзи и современная лезгинка. Напомним, детский ансамбль СИК является победителем и лауреатом многих республиканских, межрегиональных и международных фестивалей и конкурсов. Он обладатель гран-при всероссийских фестивалей «Сотрудничество-2018», «Симфония звезд» и «Ореол славы». Человек военной выправки, занимавший руководящие должности, ныне кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования, еще и отличный садовод. Все это о Висенгирее Танкиеве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Он посвятил себя народу, науке и, конечно, близким. Висенгирей вдобавок ко всему еще и отличный семьянин, воспитывает 15 внуков. Танкиев, являясь близким другом первого героя России, посвятил своему товарищу книгу, которая называется «Миг генерала Асканова». О научной деятельности, творчестве и жизни именинника. Репортаж Даны Плиевой. Висенгирею Хасановичу Танкиеву исполняется 78 лет. Осанка и выправка не зря выдают в нем человека военного. Ветеран ракетных войск, родился 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны. Детство 40-х было тяжелым и голодным. Еще тогда он понял, что только знания помогут сделать жизнь лучше. После окончания школы Танкиев поступил в Грозненский педагогический университет. В 1962 был призван в армию. А дальше военная академия, блестящая карьера. Каждый человек в своей жизни стремится узнать что-то новое, испытать себя в чем-то новом. И вот это желание еще принести какую-то пользу своему народу, я имею в виду свою научную деятельность, раскрыть какие-то проблемы, описать какие-то события, изложить какие-то свое видение каких-то проблем, это приносит моральное удовлетворение человеку. Вернувшись на родину, он занимал самые высокие посты. 2 года проработал помощником, советником первого президента Ингушетии Руслана Аушева. Был министром по внешним связям Ингушетии. 12 лет замещал должность проректора Института экономики и правоведения. Его личной копилки регалий не меньше, чем медали на кителе. Кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования России. Многие годы он посвящает себя науке. Трудится Висенгирей Танкиев в научно-исследовательском институте Чаха Ахриева. За годы работы в НИИ написано более 30 научных статей по проблемам обучения, воспитания студентов, воспитания детей, статьи, посвященные проблемам, касающиеся
ингушской культуры, обычаев, традиций нашего народа. Танкиев опубликовал более 170 научных статей, учебных пособий и книг по военной истории и истории ингушского народа. Особую популярность завоевала книга Танкиева «Миг генерала Асканова», посвященная близкому другу, первому герою России Суланбеку Асканову. Познакомились они, будучи студентами. В течение 10 лет Весенгерей Хасанович собирал материал для книги, в которую вошли воспоминания близких и сослуживцев летчика, фотографии из личного архива героя России. Я, естественно, спрашивал, а когда к тебе пришла эта мысль стать летчиком? Суланбек мне рассказывал, и я в книге об этом написал, что еще в раннем детстве, когда я лежал на стоге сена и смотрел в небо на мерцающие звезды, и мне хотелось оказаться там, наверху, летать на самолете. И вот тогда именно в нем зародилась эта мысль стать военным летчиком. Военный, историк, политик, а в придачу прекрасный садовод. Еще одна его гордость – сад, выращенный своими руками. Клубника, 20 сортов яблок, слива и томаты. На этих сотках земли изобилие. У Весенгерея Хасановича 15 внуков, каждому из которых он старается уделить внимание. Секрет долголетия молодости, по его словам, прост – физический труд и любовь близких. У меня 15 внуков и внучек. У меня 2 сына и дочь взрослые, самостоятельные. Живут, работают, и счастье их детей, этих детей и внуков тоже, наверное, продлевает мои годы. Весенгерей Танкиев всегда стремится быть первым и сделать свою работу качественно и на совесть. С уверенностью можно сказать, что такая многогранная одаренная личность – пример для подрастающего поколения. Дана Плиева, Зарема Евлоева, Гапур Чехкиев, Новости 24. Спорт для настоящих мужчин-джентльменов. Сегодня Международный день бокса. Этот вид спорта особенно популярен в Ингушетии и у многих любителей ассоциируется с такими именитыми спортсменами, как Ахмед Катиев, Рахим Чахкиев, Рашид Кадзоев, Исмаил Илиев. Список личностей, вписавших свое имя в мировой бокс, немалый. Этот день по праву признан международным и отмечается в 205 странах-участниках Международной ассоциации бокса. О спортивном празднике и прославленных ингушских боксерах. Репортаж Зелимхана Калоева. Количество памятных плит на аллее спортивной славы, где несколько лет назад оставили отпечатки своих ладоней именитые спортсмены, с каждым годом увеличивается. Ведь бокс в Ингушетии наравне с другими видами спорта на самом высоком уровне. У нас есть олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, обладатель титулов Интерконтиненталь и WBO International Иса Чениев, Исмаил Илиев, Рашид Кадзоев. Мы помним прославленного боксера Ислама Тимурзиева. Это имена, зазвучавшие на весь мир. Еще один пример преданности своему делу – легендарный боксер Ахмед Катиев. Своего первого серьезного успеха он добился в 1985 году, когда выиграл серебряную медаль на международном турнире в Тбилиси, тем самым выполнив норматив мастера спорта СССР. В 1991 году Катиев успешно провел свой первый профессиональный бой. Позже уехал в Германию, где, подписав контракт с промоутерской компанией, продолжил тренировки. Впервые весь мир узнал про Ингушетию и ее сильных духом сынов. Успех за успехом, победа за победой. Он стал настоящим триумфатором, и равных ему не было. Ахмед провел в профессиональном боксе 7 лет и одержал 28 побед. Из них 18 нокаутом. Он 5-кратный чемпион мира по боксу по версии WBO. Вся эта работа в спортзале, а никто эту работу не видит. Это утренние тренировки, вечерние тренировки, а иной раз бывают и 3-разовые тренировки, диета, травмы. Конечно, это легко никому не дается. Если мы смотрим по телевизору, и когда человек легко выигрывает, и мы смотрим, вот выиграл, да, вот стал чемпионом мира. Но да, этот бой он легко выиграл, но чтобы этот бой выиграть, он преодолел большой путь. А этого люди не видят. Ну и, конечно, сейчас наши спортсмены, которые добиваются, они тоже таким же трудом, такими же тренировками этого добиваются. Эти кадры сняты в Пекине. 2008 год. На ринге боксируют ингушский спортсмен Рахим Чахкиев и итальянец Клименто Руссо. За этим боем, затаив дыхание, следила вся Ингушетия и страна. Болела, переживала, молилась. Не оставив противнику ни единого шанса, 25-летний тяжеловес, которого даже не считали главным фаворитом игр, уверенно забрал золото и вошел в историю как чемпион Олимпийских игр. Медаль, конечно,
приятно держать, да, такую медаль в руках. Такое дается не часто и не каждому. Вот. Может, я сейчас где-то это и не совсем осознаю, скажем так. Вот. Ну, в тот момент на пьедестале чувствовалось счастье такое, знаете, лило из меня счастье в душе, все бурлило, гордость за свою страну, гордость за свою маленькую республику Ингушетию. Бокс — это то, что у меня на сегодняшний день лучше всех получается в жизни. И он не раз это доказывал и себе, и другим. Каждый свой выход на ринг Ислам Тимурзиев всегда отрабатывал по максимуму, упорно тренируясь и добиваясь, казалось бы, невозможного. В бокс он пришел в 95-м году и за короткий срок стал настоящим открытием среди боксеров-тяжеловесов не только нашей республики, но и всей страны. Участник Олимпиады в Пекине 2008 года, мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира. Он привык заканчивать поединки досрочными победами. Известному ингушскому боксеру Исламу Тимурзиеву в этом году исполнилось бы 36 лет. Легендарный спортсмен ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Ислам был не только перспективным боксером, он был отличным другом, братом, сыном. Ну, таких-то и больше, наверное, не будет сейчас в данный момент. Почему? Потому что я скажу так не своими словами, но скажу так, что такие люди, как он, рождаются один раз в 100 лет. Но это был поистине мужчина, человек, который обладал чувством юмора, был настолько серьезно относился к этому виду спорта, и до конца дней своих, вот сколько я его знал, столько он был предан боксу. Ушел в такое в человеке жизни, мы всегда будем помнить его. Начинающим спортсменам есть на кого равняться. Буквально накануне, в преддверии Дня бокса, своей победы порадовал и Исмаил Илиев. Единогласным решением судей одержал победу над оппонентом из Танзании в рамках боксерского вечера в Латвии. Это уже 12-я победа в профессиональной карьере ингушского боксера. За свою 7-летнюю карьеру он провел 20 боев, одержав победу в 14 из них, причем половину завершил нокаутом. Еще один ингушский триумфатор Иса Чиниев. Оглушительный успех он получил в Латвии. Боксер защитил титул Интерконтиненталь и WBO International. С первых минут 12-раундного титульного противостояния Чиниев выложился по максимуму. Поединки выдались сложными, но все противостояния завершились в пользу нашего спортсмена. План, ну, все мы исполнили на 100%. И мы знали, что именно такая тактика, именно такая стратегия нам поможет выиграть этот бой. Поэтому изначально было придумано, что надо двигаться все 12 раундов и обыгрывать Исмаила Бароса, потому что идти в размен с таким панчером, который уже есть 20 побед и 19 нокаутов, это было бессмысленно. Ингушские боксеры навсегда вошли в спортивную историю страны и мира. Успех был и будет. Стимулов для этого у молодежи много, а условия совершенствуются с каждым годом. Приятным остается и тот факт, что учреждение Международного дня бокса выпало на дату празднования Всероссийского дня бокса. И для наших спортсменов теперь этот праздник стал вдвое ярче. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.